Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Наша республика богата полезными ископаемыми. Ведется большая работа по их промышленному освоению. И в связи с этим серьезно стоят вопросы охраны окружающей среды. Какие права есть у граждан в сфере недропользования? Какие требования должны соблюдаться недропользователями при использовании участков недр и добычи полезных ископаемых? Что свидетельствует об их нарушении и какую ответственность несут недропользователи за них? Об этом мы поговорим сегодня со старшим помощником якутского природоохранного прокурора республики, юристом 2 класса Данилом Вадюхиным. Данил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Ну, скажите, на основании каких документов возникает право пользования участками недр, тех или иных? В силу статьи 11 Закона Российской Федерации о недрах, предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Таким образом, деятельность, предусматривающая пользование участком недр, является лицензируемым видом деятельности, которым могут заниматься только профессиональные участники рынка, субъекты предпринимательской деятельности. Частью 1 статьи 7.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлена административная ответственность за пользование недрами без соответствующей лицензии. Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5000 рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 1 миллиона. Кроме того, в случае, если без лицензионной добычи полезных ископаемых нанесен ущерб в размере 2,5 миллионов рублей и выше, в соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена также уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев. Ну, то есть получается, что обычные граждане, не предприниматели, добычей полезных ископаемых заниматься не могут, как бы не хотелось. Не совсем так, Иван. Положениями статьи 19 Закона о недрах предусмотрены определенные гарантии для граждан, позволяющие им использовать для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды на собственных земельных участках или участках, предоставленных в пользование на правах аренды. А что можно понимать под собственными нуждами? Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых понимается их использование для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В силу положения обозначенной статьи граждане могут осуществлять на своих и арендуемых земельных участках добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, строительство подземных сооружений для своих нужд на глубине до 5 метров без применения взрывных работ, устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин до водоносного горизонта, не являющегося источником централизованного водоснабжения. Проще говоря, гражданину не нужна лицензия для добычи, например, песка на собственном участке, если он не собирается этот песок реализовывать. Также для строительства подвалов и погребов глубиной до 5 метров. Вот если говорить все-таки об организациях и предприятиях, то какие обязанности возникают у них при пользовании участками недр? В первую очередь это обязанности по соблюдению отраслевого законодательства, закона о недрах и условий пользования недрами, которые являются неотъемлемой частью лицензии. Основными условиями пользования недрами являются внесение платежей как разового, так и регулярных, сроки действия лицензии, сроки подготовки технических проектов ведения работ, сроки начала работ на участке недр, ежегодное предоставление в территориальный фонд геологической информации о недрах. Кроме того, к условиям пользования недрами относится обязанность по выполнению требований по рациональному использованию, охране недр, охране окружающей среды, а также проведение работ по рекультивации и консервации нарушенных в результате деятельности недропользователей земель. Здесь необходимо отметить, что за нарушение условий пользования недрами для обладателя лицензии установлена административная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 7.3 Кодекса об административных правонарушениях. Административное наказание по ней предусмотрено в виде штрафа на должностных лиц до 40 тысяч рублей, на юридических лиц до 500 тысяч рублей. Кроме того, при нарушении условий пользования недрами уполномоченным органом, а это у нас управление по недропользованию по Республике Саха-Якутия, может быть принято решение о приостановлении лицензии или ее отзыве. Так, в 2018 году управлением отозвано свыше 20 лицензий по причине несоблюдения лицензионных условий. В 2019 году свыше 60 лицензий.
Ну вот вы упомянули об ответственности за нарушения. А какие чаще всего нарушения допускают организации и индивидуальные предприниматели во время осуществления своей недропользовательской деятельности? Чаще всего это нарушение при сдаче информационной отчетности о недрах. Например, в прошлом году по делам об административных правонарушениях, возбужденных по постановлениям Якутской природоохранной прокуратуры по части 2 статьи 7.3 КоАП, 22 недропользователя привлечены к административной ответственности за непредставление информационных отчетов о пользовании недрами. Кроме того, нередки нарушения сроков подготовки и технических проектов и сроков начала работ на участках недр, а также нарушения технических проектов в части несоблюдения установленных объемов добычи полезных ископаемых. Так, уже в текущем году свыше 20 недропользователей за подобные нарушения по постановлениям Якутской природоохранной прокуратуры привлечены к административной ответственности с назначением штрафов. Прежде всего, указанные нарушения допускаются малыми и средними предприятиями, а также индивидуальными предпринимателями. Поскольку в настоящее время малый бизнес активно развивается, многие предприниматели задумываются над тем, чтобы получить лицензию на небольшие участки недр с целью геологического изучения и добычи полезных ископаемых. Это касается общераспространенных полезных ископаемых, но и даже золота. Зачастую берут лицензии на объемы, которые не могут добыть и не могут освоить, либо надеются на предварительные договоренности с инвесторами, а потом инвесторы отказываются, пропадают. Отсюда вытекают нарушения, связанные со сроками, предусмотренными лицензионными условиями и техническими проектами, несдача в срок отчетов, поскольку многие заблуждаются и думают, что если работы на участке недр не осуществлялись, то и отчеты сдавать нет необходимости. Такое бездействие сразу делает недропользователя нарушителем. Поэтому хотелось бы предупредить предпринимателей о необходимости соблюдения лицензионных условий, сдачи в срок отчетности, соблюдения установленных сроков и объемов добычи, поскольку штрафные санкции достаточно велики и могут серьезно ударить по финансовому состоянию как раз-таки небольших предприятий. В прошлом году наш телеканал регулярно освещал всевозможные экологические и катастрофы и нарушения. Как пресекаются именно вот такие моменты, экологические нарушения, и какая ответственность предусмотрена для недропользователей в таком случае? Действительно, помимо обязанности соблюдать отраслевое законодательство в сфере охраны использования недр, на обладателях лицензии лежит обязанность соблюдения водного, лесного, земельного кодексов Российской Федерации, а также законов об охране окружающей среды и охране атмосферного воздуха. Иногда недропользователи пытаются экономить на соблюдении обязательных требований по охране окружающей среды. Хотелось бы их предостеречь от пренебрежительного отношения к нормам экологического законодательства. Для обеспечения соблюдения таких требований желательно иметь на предприятии специалиста-эколога, который будет непосредственно отвечать за соблюдение экологических норм. Якутской природоохранной прокуратурой и органами государственного экологического надзора на постоянной основе проводятся проверки и контрольно-надзорные мероприятия. Организован мониторинг средств массовой информации и сети интернет в целях оперативного реагирования и пресечения нарушений в сфере природопользования. Помимо административной и уголовной ответственности, законодательством об охране окружающей среды предусмотрено обязательное возмещение ущерба, причиненного природным объектам. Ну а если говорить об ущербе, то есть ли у нас в республике яркие примеры крупного возмещения нанесенного ущерба? Да. В ходе проверки природоохранной прокуратуры, проведенной в Нерюнгринском районе в 2017 году, установлено, что при осуществлении деятельности по добыче золота на лицензионном участке обществом с ограниченной ответственностью сточные воды с промывочного прибора без какой-либо предварительной очистки сбрасывались в водный объект. Кроме того, использование водного объекта осуществлялось в отсутствие разрешительной документации. Ущерб, причиненный водному объекту вследствие сброса недостаточно очищенных сточных вод, составил свыше 46 миллионов рублей. По постановлению природоохранной прокуратуры общество и его должностное лицо привлечены к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях и по статье 7.6 Административного кодекса за самовольное занятие водного объекта. Юридическому лицу и его должностному лицу назначено наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Также Якутской природоохранной прокуратуре суд предъявлено исковое заявление о взыскании с общества ущерба, причиненного окружающей среде. Решением Алданского районного суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме на сумму свыше 46 миллионов рублей. Верховным судом республики
Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Удовлетворение апелляционной жалобы общества отказано. В настоящее время предприятие находится в процессе банкротства. Поэтому несоблюдение законодательства об охране окружающей среды может повлечь еще и негативные финансовые последствия для предприятия. Ну, на особом контроле республиканских властей в последнее время стоит вопрос сохранности и сбережения лесных богатств. Какие обязанности возникают у недропользователей при использовании наших лесов? В случае, если предоставленный в пользование участок недр расположен на территории земель лесного фонда, то есть является лесным участком, то его использование без соответствующих правоустанавливающих документов, а это договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, расценивается как самовольное занятие лесных участков, то есть административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до 100 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей. К одним из наиболее серьезных нарушений в сфере лесопользования законодательством отнесены незаконная рубка лесных насаждений, а также их уничтожение или повреждение в результате неосторожного обращения с огнем или источниками повышенной опасности. За незаконную рубку, то есть рубку в отсутствии разрешительных документов, а это договор, проект освоения лесов, лесная декларация, акт отвода и таксации лесосети, повреждение лесных насаждений. Статьей 8.28 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в виде штрафа до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также возможность конфискации орудия совершения административного правонарушения. В случае совершения незаконной рубки в значительном, крупном или особо крупном размере для виновного лица наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет, предусмотренная статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Значительным размером в указанной статье признается ущерб, причиненный лесным насаждением, превышающий всего 5000 рублей. Перед началом пожароопасного сезона в лесах не лишним будет напомнить недропользователям об ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Так, за нарушение указанных правил статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности статьей 261 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме того, с виновного лица также взыскиваются затраты государства на тушение лесного пожара и возмещение ущерба, причиненного лесному фонду. Ну, как известно, нередко добыча полезных ископаемых осуществляется на территориях, где проживают и традиционно ведут свою хозяйственную деятельность представители коренных малочисленных народов Севера. Существуют ли какие-то законодательные ограничения для недропользователей в случае добычи полезных ископаемых именно на таких территориях? Право на сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов, или сокращенно КМНС, гарантировано статьей 69 Конституции Российской Федерации и федеральным законом о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Согласно статье 13 Федерального закона о территориях традиционного природопользования КМНС Сибири и Дальнего Востока, а также части 3 статьи 15 почти одноименного закона республики, пользование природными ресурсами, находящимися на территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности, допускается, если указанная деятельность не нарушает правовой режим такой территории. Информацию о нахождении на предоставленном участке недр территории традиционного природопользования КМНС недропользователям следует получать в Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера Республики. В целях оценки намечаемой хозяйственной деятельности на территории традиционного природопользования, в том числе работ по добыче полезных ископаемых на исконную среду обитания и традиционную хозяйственную деятельность КМНС, в обязательном порядке должна проводиться этнологическая экспертиза. Проведение обязательной этноэкспертизы предусмотрено законами Республики об ответственном недропользовании на территории Республики Саха-Якутия, об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Органом, оказывающим государственную услугу по организации проведения этноэкспертизы, является также Министерство Республики Саха-Якутия по развитию Арктики и делам народов Севера.
В 2019 году вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия, предусматривающие ответственность за нарушение законодательства об этнологической экспертизе и нарушение правового режима территории традиционного природопользования. Так, частью 1 статьи 4.8 Кодекса об административных правонарушениях несоблюдение юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, требования о предоставлении заявления о проведении этой экспертизы в уполномоченный орган, а также даже финансирование и реализация проекта хозяйственной деятельности, подлежащего этой экспертизе и не получившего положительного заключения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до 10 тысяч рублей, на юридических лиц до 100 тысяч рублей. Поэтому недропользователям, получившим в пользование участки недр, расположенные на территориях традиционного природопользования, необходимо в обязательном порядке подать соответствующее заявление в Министерство Арктики во избежание негативных последствий. Данил Геннадьевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Об ответственности недропользователей в сфере экологии мы говорили со старшим помощником якутского природоохранного прокурора республики, юристом 2 класса Данилом Вадюхиным. До встречи в эфире.